150 миллионов населения, согласившихся на эту продажу, не могут ее осуществить, потому что есть еще миллиарды мертвых, умерших за Россию. И есть небесная Россия как совокупная память об историческом, то есть Родине. Единство метафизической России, находящейся в эгрегоре, и актуальной России, которая должна вернуться в историю, это Родина. Господин Пиантковский противопоставляет Родину Косткиной матери. Это некорректное противопоставление. Тут важно Родина для Косткиной матери или Косткина мать для Родины. Если Родина для Косткиной матери, то это уже не Родина. А если наоборот? И стоит ли вообще так смаковать композиции, в которых имманентно и недопустимым образом переплетается с трансцендентным? Это ведь не только политически, но и научно неверно. А также морально, экзистенциально и так далее. Господину Пиантковскому стоило бы прочитать о «Зоре» здесь стихи Васильева. Находящийся на грани безумия старшина, видящий, как погибают девушки, спрашивает ради чего. Ради Телемара Балтийского канала имени Сталина, сравни Косткину мать или Абрамовича Пиантковского. И одна из девушек отвечает, что Родина это не канал. Что защищали ее, а не канал. Канал имманентная, Родина трансцендентная. Девушки это понимали. А Пиантковский не понимает. И многие другие тоже. Повторю, у нас в застойную эпоху любили петь, с чего начинается Родина. Перечислялись имманентности, картинка в букваре и так далее. А дальше оптимистически заявлялось, с того, что в любых испытаниях у нас никому не отнять. Отняли. Под вопль покаяния стирали отпечатки на метафизическом песке. Воюя с историей, ломали связь с эгрегором, со смыслом как таковым. Но главный смысл остыл. И его удалось отделить от страны. Теперь нужен преемственный нагретый исторический смысл. Лишь он восстановит все, тонкую структуру, отпечатки, эгрегориальный канал Родину. Часть 5. Исов и Яков. Глава 11. 0,5 плюс 150. Запись в полевом дневнике. 5 ноября 2008 года. Имя Россия. Шоу «На краю пропасти». Продюсер проекта «О любимых» заявляет. Великолепен день России. Пора уже прекращать язвительные споры по его поводу. Потеряв территории, имеется в виду распад мы просто сбросили балласт. Вот ведь какие мы, оказывается, умные. Сбросили балласт. А когда снова сбросим? Северный Кавказ, например. И когда, наконец, балластом станет государственность как таковая, а также все, что с ней связано. И что сделать, чтобы простосбросователи не сбросили нас в итоге в помойную яму, в безгосударственное ликвидационное гетто? Для того, чтобы этого не произошло, надо суметь ответить на два вызова. Первый вызов 0,5. 0,5 это $500 миллиона, вывезенные нашей элитой за рубеж. Вызов 0,5 это предложение выбрать или 0,5, или Россия. Элита невротически отрицает возможность такого вызова. А все крупные западные аналитики, Бжезинский, Ксистанович и другие, придают именно ему решающее значение. При огненном русских хайков, они струхнут и всех сдадут, лишь бы не потерять свои 0,5. Второй вызов 150. Что сделает нынешнее население России 150 миллионов человек, если ему предложат продать Родину за $150 триллионов? Не хмыкайте, таких денег в природе нет. А посмотрите правде в глаза. Знаю лучше многих изъяны Слободана Милошевича. Но население Сербии продало своего лидера и терпело унизительное для нации измывательство над ним за что? За возможность под руководством Бориса Тадича в обкромственном до несовместимости с национальной жизнью и растоптанном виде войти в Европу, нечто подобное по отношению к России я называю вызовом 150. Говорить, что все сводится к вызову 0,5 значит от самих себе. Был бы только вызов 0,5, справились бы в два счета. 0,5 знает, что есть спасение 150. 0,5 формирует 150, проводя соответствующую культурную политику. Сериал это 150, Груз 200 это 150, Комедиа-клуб, Дом 2 это 150, Адмирал тоже. И много что еще. Чем мы располагаем в качестве альтернативы 0,5, контролиты и альтернативы 150. Какую часть своего населения мы можем называть народом? Если клочку России, например, северо-западному, предложат завтра войти в Европу в качестве независимого государства, то какая часть населения окажется народом, отвергнувшим этот выбор? Что подвигнет на борьбу отвергнувших? Нужен горячий, великий смысл, обращенный в будущее.
И нужно помнить, остывший смысл не спасает. Ведь при распаде СССР речь шла не только о проблеме 0,5 в ее тогдашнем варианте, сейчас развалим его как квадрат, но и о проблеме 150 в ее тогдашнем варианте, ё-моё. У них там на прилавках 150 сартов сыра. Родина или 150? Но почему или? Позднесоветская Ньян с сытым недоумением смотрела выпущенный на экранах в 1987 году и снятый в 1968 году коварный фильм «Интервенция». Высоцкий нравится, почти как шикарные американские джинсы. И песенку он пел клевую. Нам будут долго предлагать не прогадать. Скажут, что вы еще не жили. Вам надо только начинать, а потом предложат. Или пляжи, вернисажи или даже пароходы, в них наполненные трюмы, экипажи, скачки, раунды, вояжи или просто деревянные костюмы. Через 4 года Ньян выбрала пляжи, вернисажи, экипажи, скачки, раунды, вояжи, 150 сартов сыра, начался ельцинский бордель мира, забег в ширину, как говаривал Василий Майкович Шукшин. К 1999 году страна оказалась на грани небытия. Пришедший вместо Ельцина Путин не предложил Ньян или. Он предложил ей. Ньян, как элитная, так не забоя, с радостью согласилась. Сформировался патриотизм времени и пляжа, и замочен в сортире. Оформился консенсус и политическая система и дольше века длится Сравни десятилетия спокойной жизни, нужные нам для развития. Даже теперь никто не хочет понять, что время и кончилось. И началось время или. Когда и 0,5, и Россия кто откажется? И шика больше, и 0,5 можно удвоить, превратить в 1, имея Россию, скверное, но очень точное в своей двусмысленности слово. А потом предложат. Или. Для начала на мобильниках с брюликами загорится 0,5, обыски в Испании и так далее. Потом на мобильниках попроще, да и телеэкранах, в том или ином виде загорится 150, где рост благосостояния, пляжи, вернисажи и прочее. Где абонент не отвечает или временно недоступен, это смотря какой абонент. И Юргенс, председатель правления Института современного развития, того самого, которым руководит президент Р.Д. Медведев, очень внятно отвечает и за себя, и за это самое 0,5. Смотри, московский комсомолец, М. Ростоцкий, «Голая правда о кризисе», 22 октября 2008 года. Ростоцкий оппонирует тезису Юргенса о неминуемом скором сближении США и России. А разве Америка не будет нам мстить за своего поруганного союзника Грузию? Юргенс через «не хочу» признает наличие в Америке враждебных нам значительных сил, которые будут накалять обстановку. И тут же добавляет, у нас тоже есть истребиные силы, которые будут тоже действовать точно так же. Иногда их интересы настолько смыкаются в противовес долгосрочным национальным интересам США и России, что просто диву даешься. Итак, мы впервые узнаем, что на вершине российской властной пирамиды есть некие истребиные силы, действующие в сговоре с истребиными силами США и работающие на подрыв национальных интересов. Согласитесь, сильное, а главное, очень свежее утверждение. Ремейк на тему сговора нашего Тухачевского с ихним Абером. Юргенс. Конкретный пример просите? Фигура речи. Ростовский ни о чем не просит. Это Юргенсу надо любой ценой расставить точки над диск. А кому, по-вашему, был выгоден весь этот грузинский конфликт? И в самом деле, кому? Слежение за логикой Юргенса дает однозначный ответ новому коллективному Тухачевскому для подрыва российских нацинтересов. Юргенс. До начала войны у нас была восходящая экономическая динамика. А сейчас, как уже было сказано выше, кризис ликвидности постепенно переливается в кризис доверия. И одна из причин такого положения — обострение внешней политической обстановки вокруг России. Опасаясь еще и новой холодной войны с Западом, часть российского среднего и высшего класса выводит свои капиталы из страны. Юргенс отрекомендован М. Ростовским как лицо, близкое к государю-императору, стиль то каков. Трепещи, читатель. Сейчас явится сам государь-император, назвав изменников поименно, накажет их за самое тяжкое из всех возможных преступлений — подрыв долгосрочных интересов России. То, что возбудили часть российского среднего и высшего класса, и бабки потекли прочь из страны. Трепеща, читатель ждет, чтобы были названы имена высокопоставленных негодяев нового Курбского, нового Тухачевского, нового Берии. Последнее ближе всего к делу. Ибо Юргенс явно претендует на роль провозвестника новой, по факту его должности медведевской, оттепели. А где оттепель, там разоблачение тирана и кары его опричникам.
Кара может быть жесткой, процессно, Берия, или чуть более мягкой, антипартийной группы Молотов, Каганович, Маленков и примкнувший к ним Шипилов.